что такое Евангелие, друзья? Что такое Евангелие? Какое Евангелие сегодня мы проповедуем в этом мире? Когда я был неверующим, мне, знаете, проповедовали какое Евангелие. Ко мне пришла мама моя и говорит: я хожу теперь в такую прикольную церковь, там пастор в джинсах, пойдем со мной, ты нуждаешься в этом. Я говорю: я вообще в этом не нуждаюсь, мне это вообще даром не надо. Ну, ходи куда ты хочешь, хочешь туда, хочешь сюда. Одно, понимаю, что ты в секте. Это второй уровень был. Через какое-то время она пришла, сменила тактику, она сказала: пойдем со мной в церковь, тебе надо пойти туда. Я говорю: почему? У нас там столько молодежи, столько девчонок красивых. Я вам скажу больше, друзья. Алина, которая, сейчас ее нет, я про нее поэтому могу говорить, я ее знаю еще до того момента, как я уверовал. Каким образом? В очередной раз мне мама проповедовала Евангелие красивых девчонок. Она мне сказала: приходи к нам обязательно, к нам приехал какой-то иностранец, у нас будет классное собрание. Ну, знаете, еще проповедовать тем, что иностранцы к нам приезжают. Гуманитарку раздают, помощью какой-то делятся. Прикольное Евангелие, да? И вот я помню, она говорит: пойдем к нам на собрание, у нас будет там иностранец какой-то, и у нас будет прикольное собрание. И она меня затащила на это собрание. Я был вообще неверующий человек. И я помню, тогда я сидел рядом с мамой, а этого иностранца переводила Алина. Конечно. И она, знаете, вот просто она так круто переводила. Я говорю: кто это такая эта девчонка? И она мне все про нее рассказала. Она по-английски говорит чуть ли не с детства. Она закончила англоязычную школу. Или там школу с углубленным изучением английского языка. Она работает в турецком посольстве. Я про нее знал все. Первый раз пришел, ее увидел и про нее знал все. Через какое-то время, я помню, когда был момент такой, мы там с друзьями, с моими там так случайно оказались на улице Скрябина, и тут Алина мимо проходит. Я говорю: пацаны, я знаю ее. Они такие: кто это? Я говорю: это девчонка из церкви моей матери. Моя мама уже всем рассказала вот Евангелие вот такое. Она говорила: у нас крутая церковь, моим друзьям, она всем рассказывала, что надо Иисуса Христа принять, чтобы быть частью хорошей церкви. Но суть, знаете, это Евангелие, которое я слышал, оно не спасает. Со временем моя мама росла в своем Евангелии, я стал слышать некоторые другие вещи. И эти другие вещи стали западать в мое сердце. Я стал понимать, что я грешник. И первое, с чего начинается Евангелие, когда ты объясняешь людям Евангелие, это понимание того, что каждый человек сотворен Богом. Первое, на чем строится проповедь твоего Евангелия. Вы будете проповедовать людям Евангелие? Первое, о чем ты должен ему сказать: человек сотворен Богом. Человек не от обезьяны. Человек — это не плод нейросети. Человек — это не плод вот этого странного взрыва, который случился 100 тысяч миллион лет назад, и вот из ничего возникло все под названием человек. Это все туфта и брехня. Человек был создан Богом. Бытие 2:7. Тогда Господь Бог создал человека из земного праха, вдунул ему в ноздри дыхание жизни, и человек стал живым существом. Каждому, кому ты проповедуешь Евангелие, нужно объяснить, что этот человек создан Богом. И когда человек создавался Богом, у него была свободная воля. Чем мы отличаемся сегодня от зверья, от всего, что нас окружает? Тем, что я человек с правом выбора. У меня есть выбор. Хочу жить в Кыргызстане, буду жить в Кыргызстане. Хочу заводить 5 детей, буду заводить 5 детей. Хочу вообще жить в Америке бездетным, буду жить бездетным. Но это уже не мое хочу. Меня это не касается. Каждый человек выбирает сам свой путь. Каждый человек выбирает свои собственные взгляды, свои собственные убеждения. И здесь, в саду, когда был создан человек, Бог сразу дал возможность человеку быть свободным. Он сказал: хочешь жить как свинья, жри вот с этих деревьев. Но знай одно, это бунт против меня, и ты уйдешь в ад. Хочешь жить со мной? Вот эти 2 дерева, не подходи к ним и не касайся. Просто маленькое условие, всего лишь 2 дерева. Человек сказал: я крут, потому что у меня есть советник по имени дьявол, и я буду вместе с ним умным, умнее Бога.
И он сожрал с этих деревьев запретные плоды. Мы все это знаем, мы все об этом слышали. Там произошло грехопадение. Человек создан Богом со свободной волей. И, к сожалению, случилось так, что произошло грехопадение. Это второй пункт. Первое, я создан Богом. Второе, каждый человек в Адаме, он упал в грех, он попал в грех. Он попал в состояние, когда ему кажется, что он может сам построить свою судьбу. Ему кажется, что он может жить так, как ему нравится, так, как он хочет, потому что он свободное существо. Но когда Бог предупреждал о грехе, когда Бог предупреждал о непокорности, Он сказал, если ты съешь от этих деревьев, то ты смертью умрешь. Что это значит? Когда человек выбирает свои собственные пути, он умирает для Бога. Или другими словами, между мной и Богом вырастает невидимая, но совершенно реальная стена. Бог продолжает существовать, я продолжаю существовать, но между нами стена. Я перестаю знать Бога, я перестаю слышать Бога. Бог перестает быть реальностью моей жизни. Он где-то там далеко, как мне кажется, потому что я отгородился от Него стеной под названием грех. Римлянам 5:12. Грех вошел в мир через одного человека, а с грехом смерть. И таким образом все стали смертными, потому что в нем все согрешили. Что такое грехопадение? Это не просто маленькое непослушание. Это когда человек полностью умирает для Бога. И потом мертвый человек или мертвый духовно внутри нас, в триедином существе, который имеет тело, который имеет душу и который имеет дух, умирает одна из составляющих под названием дух. И я становлюсь духовно мертвым. И человек пытается, духовно мертвый человек, построить отношения с Богом, между мной и им стоит гигантская стена. Я пытаюсь приносить жертвы какие-то. Я, знаете, как будто пробиваю маленькое окошечко в сторону Бога. Я пытаюсь каким-то образом угодить. Я пытаюсь как-то свою плоть зачморить, извините за такие слова. Пытаюсь каким-то образом что-то сделать со своей греховной жизнью для того, чтобы каким-то образом угодить Богу. Но это всего лишь тщетные человеческие попытки, которые ни к чему не могут привести человека. Стена как была, так она и есть. Римлянам 3:23 сюда же, к этому пункту. Все согрешили и все лишились славы Божией. И Римлянам 6:23. Ведь возмездие за грех смерть. Здесь это очень важное понимание, которое открывает нам послание римлянам. Если я сегодня продолжаю жить вне Бога, если я сегодня продолжаю жить без Бога, то наказание или возмездие за мои грехи будет всегда одинаковым. Неважно, какой грех, большой или маленький, длинно я грешил или я коротко грешил. Писание говорит, воздаяние всегда смерть. Любой человек, который сегодня не знает Бога, который сегодня продолжает быть духовно мертвым, он обречен. Даже если у него самая крутая религия, даже если он сегодня очень сильно вовлечен в какие-то религиозные правила и ритуалы, это человека не спасает. Слышите, друзья? Это не спасает человека. Вокруг нас огромное количество людей, которые религиозные, у них свой Бог, у них свои понятия о Боге, но есть реальность Евангелия, что человек сотворен Богом, человек согрешил в саду, и вместе с ним согрешили все. И все обречены на смерть. Поэтому есть третий пункт нашего Евангелия. Божья любовь. Это единственная плата за грех человечества. В чем проявляется Божья любовь? Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Это центр Божьей любви. За тебя и за меня, когда мы еще были во грехах. За людей, которые нас окружают, за людей, которые еще не родились, или за тех, которые жили до нас. За них была принесена в жертву жизнь Божьего Сына. В этом проявляется Божья любовь. Он отдал себя самого ради того, чтобы заплатить за наш грех своей собственной жизнью. Римлянам 5:8. Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас. Вот в чем заключается Евангелие. Я был сотворен Богом, но из-за своего греха я упал, и я был отлучен от Бога. И никакие мои усилия не могут меня снова привести к Богу. Но за меня была проявлена Божья любовь, или ко мне была проявлена Божья любовь в том, что кто-то заплатил за мои грехи. И представьте себе, это не $1 000 000.
Это не $1 миллиард, это не $1 триллион, это не все сокровища этого мира, бриллианты, серебро, золото, вся нефть, которая существует сегодня. Нет, это что-то другое, что может выкупить душу человеческую. Это святая жизнь Божьего Сына. Это была плата за меня, грешника. Ничто не может выкупить грешника, кроме святой жизни. Святой Бог посылает своего Сына на землю. Он живет святой жизнью и платит за тебя плату, чтобы искупить тебя из греха, чтобы разрушить между тобой и Богом стену, которая называется грех. Римлянам 4:25. Иисус из-за наших грехов был предан смерти и воскрес для нашего оправдания. Иисус был предан смерти из-за наших грехов. Это суть Евангелия. Сегодня кто-то заплатил за то, чтобы я мог примириться с Богом. Ни одна жертва, баран, козел, корова, голубица, она не может искупить меня, человека, потому что она недостойна меня. Но был кто-то, кто был больше всех этих жертв. Его имя Иисус Христос. Поэтому сегодня мы верим в Иисуса Христа. Поэтому сегодня мы называемся Его последователями и Его учениками. Поэтому мы говорим людям всего мира, что вне Иисуса Христа спасение невозможно. Потому что баран не может искупить человека. Это несопоставимые жертвы. 100 баранов – это несопоставимые жертвы. Отара баранов, которую можно собрать со всех гор, это несопоставимая жертва со мной одним. Есть одна единственная жертва за человека. Его имя – Святой Сын Божий Иисус Христос. 4 пункт. Спасение – оно приходит, когда человек соглашается с тем, что было сделано на Голгофском кресте, и принимает эту жертву. Как ты можешь принять жертву Иисуса Христа? Друзья, это Евангелие, в котором нам надо стоять, и это Евангелие, которое нам необходимо проповедовать этому умирающему, погибающему в своих грехах миру. Как ты можешь принять спасение? Это происходит только через веру сердца. А вера в сердце рождается через слова каких-то людей, которые говорят эти слова веры в твою жизнь. И второе, когда ты исповедуешь Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Когда ты говоришь: я верю, что на Голгофском кресте 2000 лет назад умер Сын Божий, совершенно непорочный, святой, и своей смертью Он заплатил за мои грехи. Он умер ради меня. Это была плата за мои грехи. Я принимаю это, что Он был послан как акт любви по отношению ко мне. Я принимаю эту любовь. И я принимаю, что с этого самого дня я через Его голгофскую жертву восстанавливаю свои отношения с Богом и посвящаю себя, чтобы снова жить со святым Богом по Его правилам. По Его правилам. Римлянам 10 глава с 9 стиха. Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, если ты веришь сердцем, что Бог воскресил Его из мертвых, то будешь спасен. Потому что вера сердца дает человеку праведность, а исповедание уст приносит спасение. И дальше 10 глава 13 стих Римлянам. Каждый, кто призовет имя Господа, будет спасен. Когда ты понимаешь, что было на Голгофе, когда ты понимаешь, что этот обмен произошел для тебя, ты принимаешь это, и ты говоришь: да и аминь, это было для меня. И с сегодняшнего дня я принимаю Твое господство в моей жизни. И с этого дня я хочу, чтобы Ты был моим Господом и Спасителем. В этот момент рушится стена между тобой и Богом. И 5 пункт, 5 часть Евангелия. Ты примиряешься с Богом, и ты становишься частью Его святого народа. И место Писания из послания Римлянам, 5 глава с 10 стиха. Если мы в прошлом враги Богу, примирились с Ним через смерть Его Сына, то тем более уже примиренные мы будем спасены Его жизнью. Более того, мы хвалимся Богом через нашего Господа Иисуса Христа, через которого мы теперь и получили это примирение. Я примирился с Богом. И второе место Писания у нас есть. Римлянам 5 глава с 1 стиха. Поэтому, получив оправдание в вере, мы имеем мир с Богом через нашего Господа Иисуса Христа. Через Него нам верой открыт доступ к благодати, в которой мы сейчас и стоим. И мы ликуем в надежде на то, что разделим славу Бога.
Когда мы говорим об этом пункте, 5-й пункт, знаете, это, наверное, кульминация всего Евангелия. Это понимание того, кем мы стали сегодня в Боге. Сегодня, мало того, что между мной и Богом разрушена стена, сегодня я стал Его человеком. Я могу Его слышать каждый день. Я могу сегодня наслаждаться Его присутствием. Он сегодня говорит в мою душу, говорит в мое сердце. Римлянам 8 глава 16 стих. Дух Божий свидетельствует сегодня вместе с нашим духом о том, что я Сын Божий. Если ты сегодня ребенок, у тебя есть отец и мама, ты можешь их слышать, ты можешь находиться в их присутствии, ты можешь сегодня наслаждаться их присутствием, быть частью этой Божьей семьи. Сегодня Бог говорит нам то же самое о себе. Кульминация Евангелия в том, что мы не просто приобрели новую религию. Кульминация Евангелия в том, что мы стали близкими к Богу, что мы стали сегодня людьми, которые слышат Бога. И это единственная благая весть, которая сегодня говорит людям, не благодаря твоим делам, не благодаря твоим заслугам, не благодаря твоим жертвам, благодаря кому-то, кто когда-то умер за тебя, сегодня ты стал частью Божьей семьи. Единственное, это ты можешь услышать здесь, в Церкви Божией, о том, что Бог тебя уже простил, уже любит, уже не надо ничего заслуживать, уже не надо зарабатывать. Сегодня Он разговаривает с тобой, как со своим дорогим, драгоценным сыном. И там дальше написано, мы Его дети, мы Его наследники, наследники Божии и сонаследники Христу. Это самое главное, что ты должен сегодня понимать. Евангелие заканчивается для каждого человека пониманием или откровением тем, что я стал Его ребенком. Я сегодня Его драгоценный человек Божий. Я Его наследник. Я сонаследник вместе со Христом. Мне сегодня принадлежат все те блага, которые Он предлагает для своей семьи, для своей церкви. И я сегодня могу всеми этими благами принимать их и пользоваться ими. В этом есть Евангелие. Итак, 5 пунктов. Первое, человек создан Богом. Второе, человек упал через свое собственное непослушание в грех, и он был осужден на вечную погибель. И, соответственно, человек, он не может сам себя спасти. Никакие жертвы не могут спасти человека, потому что нет никакой сопоставимой жертвы с человеческой жизнью, кроме Сына Божьего, который показал любовь Божью в том, что Он умер за нас на Голгофском позорном кресте. На кресте висел Денис, на кресте висел там, можешь подставить свое имя и говорить, Бог, я висел на этом позорном кресте, потому что это была плата за мои грехи. Дальше, 4, спасение приходит в мою жизнь через то, что я принимаю Евангелие, я исповедую Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. И 5, самое главное, кульминация Евангелия. Я стал близким Богу, я примирился с Ним, я стал частью Его огромной семьи по всему миру. Сегодня я могу Его слышать, сегодня я могу Его лично знать, я сегодня могу Его лично переживать. Сегодня Он мой Папа, который за меня и который для меня. Аминь. Я хочу, чтобы ты закрыл сейчас свои глаза. Сказали простую молитву. Дорогой Господь, благодарю Тебя за то, что я некогда грешник, удостоился чести встретиться с Тобой и с Твоим Евангелием. И я принимаю, что на Голгофском кресте для меня была открыта Божья любовь, и через нее Иисус Христос принес себя в жертву, чтобы показать мне выход из грехов. И я принимаю сегодня Иисуса Христа своим Господом, Спасителем. И раз и навсегда с этого дня я выбираю жить для Его славы, примирившись с Ним, имея мир с Богом. Я выбираю быть частью Его народа, Его святой церкви во имя Иисуса Христа. Аминь.